Ассаламу алейкум. Здравствуйте, уважаемые фейсбукчане. Сейчас айтам. Азыркы эфир орысчасынан болады. Көптен бері эфирлері шыққан емеспін. Уважаемые фейсбукчане, давно уже на фейсбук не выходил, но скорее всего выйду на фейсбук, буду опять вести прямые эфиры. Что я хотел сейчас, маленький прямой эфир будет, маленький прямой эфир. Это дело в том, что я хотел бы объяснить многим, те, которые стоят у руля власти. Не то, что у руля власти, те, которые рядом с президентом, рядом с Хамчиком Даршаевичем, рядом с теми, кто решает судьбу, рядом с тем же председателем Верховного суда, министр внутренних дел также. Вы понимаете, на сегодняшний день ситуация в следственных органах и органах прокуратуры, органах судебных органах складывается очень печальная. Почему печальная? Почему печальность в этом есть? Почему печально складывается все это? Понимаете, заказушность, заказы, выполнение заказов, заказушность многих видов преступлений, где идет именно выполнение заказов, оно разрушает саму основу следствия. Это качество следствия, это прозрачность следствия, это законность следствия, законность принятых решений следствия, дача юридической оценки. Вы понимаете, этим самым вы воздействие на следственные органы, воздействие на органы прокуратуры, воздействие на суды, вы уничтожаете саму основу государства. Потому что основа государства по нашей Конституции это именно правовое конституционное поле. А мы, получается, выходим из рамок конституционного поля. Вот. В кодексах убрали такое понятие, как состав преступления. Без состава преступления просто обвинение, если поступил заказ кого-то закрыть, то не рассматривая сам состав преступления, они просто берут и сажают. Несмотря на многие вещи, которые предусмотрены уголовным процессуальным законодательством, это такие как преюдиция, да, если есть там вступивший в закон силу или же идет гражданско-правовые суды или еще что-нибудь такое, то возбуждается уголовное дело и сажают. Сажают тех неугодных людей. Вопросов нету, это видение следствия, видение там прокуратуры, которая узаконивает данные просьбы следствия, то я вам могу сказать, мы этим самым уничтожаем саму основу нашего государства. Мы непонятно, медленно идет. Вот это все, что сейчас творится в следствии, где обвинение просто тупо предъявляется обвинение, тупо берут и сажают людей, ну, по звонку сверху, там надо посадить или еще что-нибудь, то это однозначно потихонечку ведет к расшатыванию. Вот. Не хочется, мы живем в правовом государстве. А если мы живем в правовом государстве, то мы должны помнить, что основа любого государства и государственного это закон и порядок. Мы же на сегодняшний день вот этими действиями звонков со всяких офисов, заказов или еще что-то уничтожается сама система законности и правопорядка. Уничтожается правосудие, уничтожается. Если будет также продолжаться в нашем государстве, то мы получим просто какой-то хаос в самой сфере правопорядка. Мы можем получить какой-то... Я всегда поддерживал и поддерживаю законность, конституционное поле. Я всегда противник всякого рода митингов или еще каких-либо. Но вот такими своими безнравственными действиями
звонками, давлением на следователей. Вот. Мы убрали качество следствия, мы убрали законность, мы убрали все. Вот это нельзя делать, оно может когда-нибудь аукнется. Поэтому я в этом посте хотел, в этом прямом эфире хотел бы сказать, ребят, не стоит на этот шаг идти, потому что этот шаг, он чреват большими последствиями. Может быть, все-таки надо остановиться и все-таки дать следствию выполнять и рассматривать дела согласно законодательству, рассматривать дела, имея состав преступления. А у нас сейчас звонок. Вот простой пример. Вчера по Эмакому. Вот ситуация по Эмакому. Эмиль Джусупов. Мы же все-таки живем же в правом государстве. Мы же смотрим на то, что есть доказательная база. Вот. Эмиль Джусупов с 2020 года, с 2021 года является депутатом Джорджа. Он был депутатом Джорджа. Те обвинения, которые ему сейчас предъявили, они предъявлены ему за то, что он якобы, будучи депутатом, расписывался. Там нету ни одного договора, которым он расписывался. Он не имел отношения к этому. Никто из следователей не смог абсолютно доказать причастность Эмиля Джусупова к тому, чтобы доказать виновность его, что он брал деньги, что он непосредственно подписывал эти договора. Он эти договора не подписывал. Но вчера непосредственно уже рассматривая, принимая участие в этом деле, мы просто увидели, что был просто тупо заказ. Вот. Все говорили, Канбеке, мы ничего не можем решить, мы ничего не можем сказать, просто это приказ оттуда. А вот спрашивается вопрос, приказ откуда? И органам Улану Ниязбеку, министру внутренних дел, хотелось бы сказать, Улан и ним, тебе надо в действительности наладить именно следствие. Надо прекратить вот эти моменты, чтобы кто-то давил на следствие, заставлял, выкручивал руки и за счет этого уничтожал само человека. Посадить человека легко, но потом обелить этого человека очень трудно. А у нас на сегодняшний день то прокуратура давит, то руководство давит, то еще кто-то давит. Вот такие вещи очень много стало. Нельзя этого допускать, потому что это потихонечку приведет к нехорошим последствиям. Вы понимаете, просто запугивая людей СИЗО, вытаскивая, что нужно для сегодняшнего дня, мы забываем о том, что есть завтрашний день, что есть завтра, есть послезавтра, что придет день, когда человек тоже обелится. Вот эта судебная практика, она очень плохая стала. Но основная проблема не в этом. Основная проблема заключается в том, что мы рубим основу государственности, мы рубим основу законности, мы рубим основу правопорядка, мы рубим все. Поэтому я думаю, все-таки кому-либо из руководства все-таки надо подумать над этим вопросом и остановиться уже заниматься такой вакханалией. Потому что на сегодняшний день в следственных органах, в органах правопорядка, в органах нацбезопасности, в органах прокуратуры, в органах судов идет полнейшая вакханалия закона. Мы сейчас смотрим, есть ли у нас вообще закон. Поэтому я думаю, что мы все-таки придем к тому, чтобы в Казахстане был законный порядок и чтобы все жили в конституционном поле. До скорых встреч. Ассаламу алейкум. Жақсы болыңыздар.